женщин наших, вот как оно называется, русскоязычное, что ли, население, от имени этих женщин я прошу, если только это дойдет до Ельцина, или до Грачева, или до Черномырдина, я хочу сказать им, что мы живем в мире, никто никого не трогает, никто никого не выселяет, и не надо нас эвакуировать, и не надо депортировать. Мы как жили на чеченской земле, так и будем жить. И вот эту всякую ерунду, которую они говорят, что нас выселяют, с квартир выкидывают, туда-сюда, это все неправда. Вот здесь русских женщин, наверное, больше, чем чеченок. Вот эти стоят русские женщины, стоят. Я, например, никогда. Я живу среди чеченцев даже больше 20 лет. Кусок хлеба, у меня подруга чеченка, мы кусок хлеба с ней делим. У нее горе, я с ней беру. У меня горе, я с ней беру. Мы не различаем, я русская, она чеченка. Я не знаю, что нужно вот этим провокациям. Они по телевизору передают, что русских детей за руки берут, выбрасывают через окна. Это неправда. Брать телевизорами, делать баррикады. Тебя мама научила бы такое, а? И когда тебе приходишь, говоришь, мальчик, не трогай, пожалуйста. Возьми сколько... А что вам лучше, баррикады или жизнь с телевизором? Она уже и так ее нет. Ее и так не было уже. А до войны что было? До войны, по крайней мере, мы жили намного лучше, чем сейчас вот мы живем. И неизвестно, как... Должны выходить через южные коридоры. Уже невозможно было выйти, потому что вот у меня мать больная на руках, диабетчик тяжелый, ей 80 лет. Была гололедка, снайперы на крышах сидели, темнота. И до этих южных коридоров надо было 30 километров идти пешком. Как мы должны были выходить? То есть фактически не было физической возможности? Да не было никакой возможности, никакой. Причем это дикая формулировка, вы меня извините, меры по наведению конституционного порядка. Это что такое? Кто сказал, что это будет война, причем такая война, какой еще не было? Это же буквально убийство, убийство. Вы прекрасно понимаете, что жить мы здесь не сможем, потому что наше жилье разбито, квартиры наши ограбили, солдаты, все разбито, развалено, я не знаю, это какое-то варварство, мебель изломана, так там, где не было необходимости этого делать, понимаете? То есть, такое впечатление, что какая-то лавина налетела, все изломала, все изорвала, все истоптала. Мы надеялись, что нас будут защищать, а фактически мы двое суток сидели в подвале и боялись носа показать, потому что никому мы не нужны. И вот только благодаря ребятам штабным мы хоть узнали, что вообще происходит, потому что никто ничего не знает, понимаете, полная неразбериха, вот такая каша. Солдаты не знают, кому они подчиняются, потому что командира убила, они никому не нужны, они не знают, что им делать. Мы ведь сами бегаем, отстреливаемся от кого-то. И все. Русских здесь очень много, здесь больше 100 тысяч русских. И получается так, что нас всех со счетов списали. Вот мы никому не нужны, понимаете? Вот с самого начала ситуация была такая, мы пытались выехать 2 года. Служба миграции нам ни грамма не помогла, ничем, они только палки в колеса вставляли, палки. Единственное, что мы успели, это детей отсюда вывезти. Когда уже было ясно, что здесь заваливается каша, мы успели отсюда детей вывезти. Многие жители сидят в подвалах без света, без газа, без воды, голодают. Многие родственники у нас там остались. Никак выехать невозможно, бомбят по домам. Населения еще много в Грозном? Населения очень много, в основном русскоязычное население. Сидят все по домам, все разбито. Если остались там подвалы какие-то, то вот по подвалам все прячутся как кошки и все. А сверху бомбят или стреляют? Бомбят, вот. 6 дней назад нас вот побомбили. Сегодня вот мы сейчас только вылетали, сегодня был налет. Бомбили, мы видели, что по заводам бомбили. Бабушку убила. А когда это случилось? Это хуже фашистов, твари. Я их не Чтобы этот Ельцин надо чтобы... Имели работу, имели жилье, имели все, и за какой-то месяц всего лишились. А где вы работали? Скажите, пожалуйста. Я работала на Реалбазе хлебопродукции. 40 лет проработала. Вины их нет, перед ними нет.
Как отношения с чеченцами? Нормальные были? Конечно, Мы жили нормально. нормально. Нас никто не обижал, не притеснял, ничего нам никто плохого не делал. Ну, вот, Зачем? говорят, приходила информация, что там вытесняли русских. Нас никто не вытеснял. Да. Так что нас ни на работе не притесняли, нигде. А кому это надо? Спасибо им, и мы жили ради них, пускай как бы они не жили, они нам помогали. Ну, а много потребуется средств, чтобы сейчас восстановить ваш дом? Посмотрите, вот зайдите, посмотрите, вот он развален, вот напротив вас стоит. Нас бомбили, обстреливали 2 месяца. Мы только вот под конец позавчера рухнуло все, сгорело, дотла, что было. Вот мы остались, вот, что есть. Ужас, что мы перетерпели. Я свою отечественную войну так не перетерпел, как на этот раз. Это что-то невыразимо. The destruction is terrible. It's terrible. Many innocent people will have paid an incredible price. One has seen it on television, but to come and see it firsthand, it's appalling. That's all I can say. Там одна больше никого нет. В развалиной хате. Никого нету. Я одна, у меня детей нету. Никого нет. Отправьте меня в этот старый дом или что-нибудь. Я не могу. Да, конечно. Полный порядок, да? Мало. Ну ничего, там же, наверное, кто-то есть. Там тоже должна быть несколько через их. Ну, было. Что там говорить? Нет, дома всех. Во-первых, я не могу ходить. После Отечественной войны я здоровая. Вот. А во-вторых, у меня 5 числа сын ушел на работу. И только пришел он через 10 дней. Могла я оставить его здесь? Конечно, нет. Антонина. Российские вести говорят, что здесь русскоязычные... Брешут они все. Ельцин сказал, в среду не будет бомбардировки. Бомбят. С 5 числа с 0 часов запрещена бомбардировка. Бомбят. Сам лично слышал, уже с другой стороны заходят. Вчера сколько ракет было пущено по городу? Это фашисты это. 4 числа было. Это фашисты, галимый фашизм. Красно-коричневый. Хоть он и говорит... Ельцин что, красно-коричневый не продают. Какой он демократ? Он же говорил, сам говорил лично, он не демократ. Не знаю, кто он, но он фашист. Долетают бомбы. Почему он не полетит и на свой дом, на своих детей это не бросит? Почему его дети не мучаются? Почему там бахнет, ну сразу, чтобы с детьми погибнуть, чтобы не знать то, что если я погибну, дети... Они видите, как жгут дома. Всех выгнали. Жгут голые, я выскочила, и дети мои голые. Они ж бьют нас же, это Россия бьет нас. На полное уничтожение идет. Жилье полностью разрушают, людей полностью расстреливают. Да это в конце концов, это разве... Вот террорист стоит, да? Вот террорист. Там газа нет, воды нет, в подвале сидим. Кушать нечего. Налетели самолеты и начали наносить авиабомбовые удары. Глубинными огромными бомбами. Те люди, которые даже находились в
вроде бы в надежных подвалах. Они там нашли как братскую могилу. Эти люди до сих пор находятся в этих подвалах, потому что их, со слов и жителей, ну это очевидно. Свете. Я так считаю, что нас бы не тронули никто бы в Чечне, русские. Мы бы там и так и жили бы, нас и никто не трогал. А как-то наши стали бомбить, наши стали нас там бить, а потом Чечня стала уже обороняться, и нас стали всех бить подряд. Можно даже сказать, что удивительно. Если учесть, что буквально недавно эта деревня, где мы сейчас находимся, была подвергнута бомбардировке, погибло очень много мирных жителей, и такое отношение к нам, это просто удивительно. Почему так жестоко? Мне кажется, что это уже, может быть, даже от бессилия. Что уже поняли, что сюда мы ввязались, а раз ввязались, то надо все-таки, чтобы показать свои силы, довести это дело до конца, а оно не получается, и вот начинаются вот эти бомбежки, никому не нужные, запугивание народа, а запугивание выливается наоборот, в озлобление народа. Вот, и сейчас я сам вот вижу тут вокруг все, что даже пацаны, молодые ребята уже настроены воинственно. То есть это будет на очень долго. Ну, с уверенностью, я думаю, эти ребята, если мы их отдадим, они не вернутся к нам снова. Пусть приезжают как друзья, когда все кончится. А с войной я не хочу, чтобы они приезжали. Как сказать, я не боюсь за себя, я боюсь, во-первых, за них, что они разбомбят то место, где они находятся. Потому что потом все спишут на нас. Это их грязная политика, которая ведется.